Помните, когда-то в Казани было прекрасное артиллерийское училище и крупный военный госпиталь. Потом, по приказу великого армейского реформатора, в кавычках, Сердюкова, их расформировали. Более того, чуть не добрались до нашего танкового училища. Чудом тогда отстояли. И вот пришло время. Думаю, не нужно вам объяснять, как сегодня нужны современные артиллеристы, танкисты, как нужны военные врачи и специализированные лечебные центры. Теперь нужно бегом исправлять ошибки. В Казани на неделе открылся новый военный госпиталь. Напомним, символический первый камень в его основании заложили президент Татарстана Рустам Минниханов и министр обороны России Сергей Шойгу 27 августа прошлого года. Тогда было обещано, что полностью он будет готов к декабрю этого года. Однако специалисты Федеральной военно-строительной компании и татарстанская компания «Акташ» полностью завершили работы уже в августе. Госпиталь рассчитан не только на военных. Здесь предусмотрена возможность оказания экстренной, специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, доставляемых авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций службы медицины катастроф. Новый военный госпиталь Министерства обороны России влился в большой медицинский кластер Казани, рядом с Республиканской клинической больницей и ДРКБ. Зуфар Давлетшин продолжит. Для коренных казанцев словосочетание «военный госпиталь» прочно ассоциировалось с местом слияния улиц Карла Маркса, Ершова и Чехова. Пропала такая ассоциация 10 лет назад. Расформировало его Министерство обороны. Свидетелями истории остались, пожалуй, лишь эти пни вековых, судя по диаметру, деревьев. Военный госпиталь в Казани появился 300 лет назад. Указом Петра I в 1722 году здесь появился изначально военный лазарет, который впоследствии стал окружным госпиталем. Здесь лечились раненые Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Он перестал существовать в 2012 году. И теперь здесь Институт фундаментальной медицины Казанского федерального университета. Много было разговоров и скандалов по поводу закрытия исторического госпиталя. Но получился тот случай, когда говорят, что все к лучшему. Студенты получили новые помещения для занятий, военные медики – современные здания, построенные в чистом поле в рекордные сроки. – 27 августа 2021 года. Символический первый камень у котлована будущего госпиталя. Каким он будет, представлено пока только в проекте, с которым знакомят президента Татарстана и министра обороны России. Уверен, что в июле следующего года, 2022 года, здесь будет открыто в первую очередь, и к концу года, в декабре месяце, госпиталь будет сдан. В Казань возвращается военный госпиталь. Востребованность огромная. У нас 2 медицинских вуза, специалисты, и, конечно же, мы обязуемся, Сергей Кожевич, своевременно, с хорошим качеством, подрядчик здесь, выполнить поставленную задачу. Госпиталь расположен на территории 5 гектар, на количество 8 объектов. Главный корпус. Чуть раньше, чем ровно через год, 24 августа 2022 года, госпиталь достроен. Мебель завезена, монтируется оборудование. Уже можно проводить экскурсию не только по макету и гордиться не только скоростью строителей. С досрочными достижениями знакомится Рустам Минниханов и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Строится флюорограф марки «Электрон», отечественного производства, город Санкт-Петербург. Планируется установка рентген-аппарата «Электрон» на 3 рабочих места. Еще ровно 2 недели, 7 сентября 2022 года. Принимать окончательную работу и вводить в строй новый госпиталь приехал наш земляк, бывший казанец, выпускник Казанского Суворовского и танкового училищ, начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов. Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения в Казанском гарнизоне. Министерство обороны, укрепление здоровья
личного состава вооруженных сил считает своей приоритетной задачей. Сегодня история военной медицины получает новое продолжение. Госпиталь возвели в рекордно короткие сроки, опережающими темпами. В нем есть все условия для оказания экстренной специализированной медицинской помощи военнослужащим, военным пенсионерам, а также другим категориям граждан, имеющим право на получение медицинской помощи в военных лечебных учреждениях Министерства обороны России. Палаты максимум на 3 человека, кровати, которые управляются кнопками и при необходимости передвигаются из помещения в помещение с минимальным беспокойством пациента. Все необходимые отделения для диагностики и лечения с поликлиникой и стационаром. 4 операционные с самым современным оборудованием, в каждой могут одновременно работать по 2-3 бригады. Бестеневые лампы, операционный стол. Бестеневые лампы, это интересно. Да, они не дают тень, поэтому они называются бестеневые. Во всех операционных они стоят. Аппараты МРТ и барокамера. Словом, есть все, чтобы вылечить не только военных и не только пострадавших в чрезвычайных ситуациях. По словам главного врача госпиталя, это первый подобный проект, который должен стать типовым для других регионов. Идет набор медицинского персонала в госпиталь. Создаем наш, так сказать, боевой костяк врачей, которые желают, хотят оказывать помощь, еще раз повторюсь, не только военнослужащим и членам семьи, а также жителям Казани, Республики Татарстан, всей зоне ответственности, куда входит и Чувашия, и Марий Эл, и Удмуртия. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней.